О том, что среди ингушей бытует множество старинных преданий о происхождении отдельных ингушских тайпов и фамилий от представителей других народов, писали многие известные исследователи. Сами ингуши не только признают многочисленные вкрапления других этносов в свой народ, но и называют представителей других народов своими первопредками. Так, например, родоначальниками фамилий Мальсаговых, Евлоевых, Зауровых, Бекбузаровых называют выходцев из Грузии. По преданию, записанному Чахом Ахриевым, основоположником джейраховского общества является некий перс Джарахмет, прибывший со своей дружиной в 100 человек из Персии. Это предание гласит, что родоначальником джейраховского общества считается некто Джарахмет, с незапамятных времен поселившийся в ущелье, по бокам речки Армхий, впадающей в Терек. Ущелье названо джейраховским по имени родоначальника. Джарахмат, так же как и Кист, был выходцем, но не из Сирии, а из Персии. Во время его переселения Джараховское ущелье было совершенно необитаемо, Джарахмат имел около себя 100 человек дружины, находящейся в его подчинении и исполнявшей все его приказания. Спустя некоторое время после этого переселения, в Джейраховское ущелье начали приходить посторонние жители и населяли свободные места, с дозволения Джарахмата. Об этом же в своей работе «Нагорная Ингушия» пишет и Мартиросян, в Фуртоуге, от Ахриева, я узнал о родоначальнике Джейраховского общества, а также об основателе селения. Прежде, еще до ингушей, судя по местным названиям аулов, окрестностей, различных урочищ, здесь жил какой-то другой народ, по-видимому тюркского племени. Версию об инородном происхождении ингушей подтверждает Пантюхов, который считает, что они происходят от татов и халдеев, первоначальные поселенцы, положившие название ингушской народности, были не из соседних местностей, а действительно, как гласят и предания, пришли частью из Сирии, частью из Персии. Судя только по волосатости тела и устройству головы, не говоря о других признаках, следует заключить, что из Сирии под предводительством Киста пришли халдеи или айсоры, а из Персии – представители коренной персидской народности таты. О том, как природа и обстоятельства переделали ингушей из халдеев и татов чуть ли не в чистых чеченцев, мы говорить не будем. Действительно, из истории мы знаем, что в Дарьяльском ущелье стояла крепость персов, контролировавшая этот проход. В V уже веке нашей эры персы владели Северным Кавказом, или, по крайней мере, имели в своих руках два главных ключа Закавказья – Дарьял и Дербент. Слово «Дарьял» произошло от персидского словосочетания «Дарий-Алан», означающего буквально «ворота Алан». Было бы интересно выявить происхождение этнонима Гажарий, которым чеченцы и ингуши называют персов. Состоящий из двух слов «га» и «жари» название персов, по своему образованию очень близко к этнониму Галгай, Гала и Га, что почему-то осталось вне поля зрения ингушских народных этимологов, любящих упражняться в разгадывании значений различных этнонимов. Так вот, Джерахское ущелье названо по имени перса Джарахмета. Родоначальниками Эгикалой, Хамхо и Таргимхой чисто галгайские общества, по ингушскому преданию, записанному Дахкильговым, называются армяне Айгия Эбан. Род Баркинхаевых ведет свое происхождение от приближенного к Тимуру хромому человека тюркского происхождения по имени Барким. По народному поверью, селение Эрзи основан в IX веке на месте гнезда орла выходцами из Аравии, якобы положившими начало некоторым ингушским фамилиям. В Эрзе найден великолепный бронзовый орел, изготовленный в Ираке в VIII веке. Есть версия о грузинском происхождении фамилии Мальсаговых. Вот что пишет об этом Шавхилишвили. Что же касается живущих в Ингушетии Мальсаговых, то они представляют собой ветвь грузинской фамилии Марсагишвили. То же самое можно сказать об Евлоевых и Евкуровых. Но в Ингушетии встречаются грузинские по происхождению не только отдельные фамилии, но и целые селения. Так, например, выходцами из Хевсуретии считаются жители села Шоана в Джараховском ущелье. Дахкильгов пишет, что грузинскими по происхождению считают такие ингушские фамилии, как Евлоевы, Кортаевы, Мальсаговы и Куштовы. Есть у ингушей фамилии с кабардинскими, дагестанскими, калмыцкими, ногайскими и даже русскими корнями. Хайровы, Базалаевы, Анцеадоевы, Агасиевы, Аваровы, Шундалиевы, Мурадовы, Хакиевы, Рамазановы, дагестанского происхождения. Некоторые из Фельханцеев и Арзинцеев до сих пор именуют себя Шаухаловыми и считают себя потомками Шамхала, пришедшими из Дагестана. Агбиевы, Легиевы, Хашагульговы, Калиматовы, Гитагажевы – выходцы из Кабарды. Есть даже фамилии с абхазскими корнями – Маршани, Ваделовы, турецкими – Мамедовы, русскими – Явгарнёкья, от русского кузнеца Егора, татарскими – Бахтиевы, кумыкскими – Шадиевы, Шамхаловы, Гайрбеков и на национальной считается фамилия Муцеольговых. Выше Гуровы, Гудантовы из Грузии, Козырёвы из Осетии.
Наиболее сильное влияние на ингушей, кроме чеченцев, безусловно, имели осетины. Нет никаких сомнений в том, что взаимоотношения ингушей и осетин раньше были намного более близкими и дружественными, чем сейчас. Об этом говорит и наличие у них общих фамилий, происходящих от одного предка. Например, Плиевы, Калоевы, Гагиевы, Гайтовы, Гордановы, Цеуровы, Хаматхановы, Хутиевы, Цеалоевы, Дударовы, Яндиевы, Алмазовы. Представители этих фамилий до последнего времени поддерживали друг с другом родственные связи, что выражалось во взаимных визитах по случаю свадеб, похорон, а также в оказании взаимопомощи друг другу. Неудивительно поэтому, что духовная культура осетин и ингушей знает немало примеров общности в обычаях, нравах, обрядах, фольклоре, а также в дохристианских и домусульманских верованиях. Существует даже мнение, что в этом отношении ингуши стоят намного ближе к осетинам, чем к чеченцам. Мальсагов в своей работе «Происхождение ингушских фамилий, тейповых общин и роль ингушского языка в языковой семье мира» пишет, что такие ингушские фамилии, как Бедаевы, Тхостовы, Илезовы, Измайловы, Дудурхановы, Гайтовы, Гушеевы являются выходцами из Осетии. Общеизвестным фактом является совместное проживание в Джерахском ущелье ингушей и осетин. Так, не позднее 90-х годов XVIII века в Джерахском ущелье поселились представители осетинской фамилии Слоновых, Дударовых. Осетины Гушаевы имели родственников в ингушском селении Фуртуок. Между ингушским селением Фуртуок и осетинским селением Чоми существовала устойчивая традиция заключения брачных союзов. По преданиям, ингушские фамилии Хаматхановых и Цеуровых ведут свое происхождение от осетин селения Отменника у Даргавского ущелья. В 1816 году в нижнем течении Армхи насчитывалось 5 населенных пунктов, в которых было 37 дворов и 185 жителей, происходивших от осетин. О близости ингушей и осетин сообщает и Далгат. На земле Джерахов-Цеев жили и дружественные осетины. Они вместе брали плату за проезд через Дарьял и сохраняли дорогу в исправности. Эта близость с осетинами и постоянное сношение с Грузией, несомненно, были причиной заимствования ингушами многих обычаев и культуры грузин и осетин. Об осетинском влиянии на язык ингушей указывал еще Генка. Воздействие осетин на ингушей, в частности Джерахов-Цеев, было настолько глубоким и всесторонним, что письменные источники первой половины XIX века иногда прямо причисляли последних к осетинскому племени. Как пишет Мальсагов, ингуши и осетины веками живут по соседству. Десятки фамилий ингушей ассимилированы осетинами, а осетинские – ингушами. У нас много общего в традициях, обычаях и обрядах. Другое отличие ингушей от окружающих народов – это был культ поклонения фаллосу еще 1,5 века назад. Священный камень Кьёбл-Кхёр или камень счастья. Этот памятник, имевший 165 сантиметров высоты, представлял собой четырехгранный столбик, венчаемый снимающейся головкой из песчаника. Когда долго не было дождя, горцы снимали ее и выдружали на место только после того, как пойдет дождь. Этот древнейший памятник, символизирующий плодородие, был обнаружен Шиллингом в 1921 году у селения Кок, Хамхинского общества. Он пользовался особенным почтением у бездетных кхёкхоленских женщин Ингушетии. Еще одним отличительным от всех других народов Северного Кавказа является оригинальный традиционный женский головной убор ингушей. Известен на Кавказе только в Горной Ингушетии. Курхарсы были атрибутом парадной, выходной одежды ингушских девушек и надевались во время праздников и выхода в свет. Они изготовлялись из красного войлока или плотного сукна и представляли собой высокие колпаки в виде конька с изогнутым вперед и раздвоенным концом. Впервые упомянут в 30-х годах XVII века в статейном списке русских послов, описывающих свой маршрут через ингушские земли в Грузию. Исследователями Курхарс рассматривается в исторической и культурной взаимосвязи с женским головным убором древних фригийцев, так называемым фригийским колпаком. Также отличительной особенностью ингушей являлось присутствие в их среде крайней формы ливерата. Вот что об этом сообщал Ян Потоцкий. У них бывает до 5 жен. После смерти отца его сыновья женятся на них на всех, за исключением своей матери, на которой женится его другой брат. Чеченцы часто упрекают их этим постыдным обычаем. Но ингуши отвечают: сперва мой отец спал с моей матерью, а теперь я сплю с его женой. Присутствие ливерата у ингушей также подтверждают такие исследователи, как Леонтович, и ингушский историк, Албагачиева. Этот обычай был отменен лишь только во второй половине XIX века. Проведя сравнительный анализ тех данных, о которых повествуют ингушские предания об армянском князе Эги, родоначальнике ингушского троеградия Эгикал, Хамхи и Таргем,
и Перси Джарахмете, основателя Джейраха, возникает вопрос, не они ли принесли с собой культ фаллоса, курхарс и крайнюю форму леверата, являющихся чуждым для народов Кавказа, участвуя в этногенезе сложения народности, известной сегодня под названием ингуши. Аналогичный культ поклонения фаллосу, как у ингушей, существовал и у армян. К числу культовых памятников относятся также фаллосы, сохранившиеся в Армении в довольно большом количестве. Найденные в Армении фаллосы представляют собой каменные изваяния, величиной от 20 до 130 сантиметров, а иногда и больше, или нарезные изображения на камнях. Замечательно то, что вера в фаллосы не была окончательно изжита до сравнительно недавних времен и сохранилась в форме древнейших верований, особенно среди женщин Армении. Бесплодные женщины приходили на паломничество к каменным изваяниям фаллоса, передвигались вокруг него, молили о желании иметь детей. Ингушский курхарс является одной из форм фригийского колпака. Фригийский колпак и его происхождение связано, в том числе и с Арменией. Геродот писал о схожести армянской и фригийской одежды. Аналогичные с колпаком, его носили ряд правителей династии Ервандуни. В скульптурах Армения отображалась с этой же шапочкой, как и скульптура Тиридата I. Известна и маленькая статуэтка армянина, где он одет в эту же шапку. Само происхождение колпака является анатолийским или индоиранским. Аналогичные головные уборы были у скифов и иранцев. Аналогичный убор носили представители ахеменидов и вообще персы. В середине VI века до нашей эры на арену мировой истории вышли персы, загадочное племя, о котором ранее цивилизованные народы Ближнего Востока знали только понаслышке. По словам Геродота, персы носили одежду из шкур животных и войлочные тиары, колпаки. Древним персам разрешалось иметь много жен, а также наложниц, жениться на близких родственницах, например, на племянницах и единокровных сестрах. Древнеперсидские обычаи запрещали женщинам показываться посторонним. Античный историк Плутарх писал, что персам свойственна дикая ревность не только по отношению к женам. Даже рабыни-наложниц они держали взаперти, чтобы посторонние не видели их, и возили в закрытых повозках. Исходя из вышесказанного, прослеживается явная связь ингушских преданий о родоначальниках из Персии и Армении. Несомненным доказательством правдивости этих преданий являются такие особенности, как присутствие у ингушей культа поклонения фаллосу, курхарс или фригийский колпак, и крайняя форма леверата, которые являются чуждым, инородным элементом для народов Кавказа, но присутствовали у древних персов и армян. Хотелось бы посоветовать Бузуртанову, озабоченного поиском национальной идентичности ингушей, оставить в покое мифических амазонок, кентавров, гарпий, минотавров, циклопов и сфинксов. Лучше направьте свою энергию в верном направлении, изучая великую историю персидского государства и Великой Армении. Фаллос вам в помощи Артемку, что познал тело и душу ингуша.